Просто я тоже верится. Добрый вечер еще раз. Гэта ізноў Радыё Свабода з цэнтра горадні. Мы ведзем жывую трансляцыю з пікета, дзе збіралі подпісы за Святлану Тихановскую. Каля 20 хвілінаў таму тут быў затрыманы блогер Сергей Тихановский, кіраўнік выбарчага штабу Святланы. Літаральна хвілін праз 20 пасля таго, як мы скончылі свой стрым, нам паведамілі, што тут, у цэнтры горадні, быў затрыманы сам Сергей і прадстаўнік яго выбарчага штаба па Гродзенскай вобласці гаспадар Фурманаў. Вось гэта месца, дзе дагэтуль збіраюць подпісы за Святлану Тихановскую, прэтэндэнтку ў кандыдаты ў прэзідэнты. Амаль каля 3 гадзінаў адбываўся абсалютна мірна гэты збор. Людзі стаялі ў чэргах, падпісваліся, размаўлялі з самім Сергеем, які сюды прыехаў. И так. Можно спросить? Не, мы не спытаць, калі вы тут былі. Вы тут были? Вы бачили затрыманне? Нет, я был в 6:30, подписывался, поехал домой. И вот сейчас смотрел интернет, то есть завис, нигде не... Ну, то есть его и люди пишут, спрашивают, что с человеком просто. А что случилось, хоть подскажите? Так. То есть было видно, как его ОМОНовцы заламывали, и потом камера упала, и то есть... Так, як нам распавядалі, яго сапраўды затрымалі супрацоўнікі міліцыі, невядома пакуль за што. Вось Яўген сказаў, што ён бачыў, як гэта ўсё адбывалася. Зараз папросім яго распавесці. Яўген, выбачайся. Сложно переслал. Євген, і ще раз вітаю. Скажіть, ви на свої власні очі бачили, що тут відбувалося? Так, я бачив, що тут відбулася провокація з уділом сотрудників МВД. А що відбулося? Тобто була ж просто зустріча, пікет по збору підписів. Яка підстава стала для затримання самого Сергія і ягоного керівника виборчого штабу в области? Я так думаю, что это все было спланировано специально, потому что у Дмитрия Фурманова был административный арест, вот, протокол составлен на него, его больше месяца пытались уже задержать. И для того, чтобы его как-то вот задержать, они сделали вот эту вот провокацию, то есть подослали женщину. Вот, то есть мы пытались отвести ее в сторону, у нас не получилось. Там сейчас в интернете будет много подробных видео. А что эта женщина робила? Честно вот сказать не могу, потому что был отвлечен немножко тем, чтобы отодвинуть. Но она задавала провокационные вопросы, пыталась прыгать на Сергея. То есть, и одновременно в этот же момент подлетело 2 сотрудника милиции по форме. Ну, вот. Люди поняли, что начинается провокация, они пытались отвести Сергея в сторону, чтобы его не задержали. Вот. А потом? Потом получилось так, что уже, я так понимаю, что в этой толпе было очень много по гражданке, которые просто оттеснили Сергея в сторону дороги, вот сюда. Милиционер лежал, он лежал, и такой, как ребенок в конвульсиях. Да, вот, как конвульсия. то есть вот это вот видео, которое попадет, где милиционер лежал, это, скорее всего, это тоже постановочный цирк. Да. И то, что скорая за ним якобы приехала, это тоже постановка все была. Он лежал, как будто его там избили, как будто ногами, да, он лежит и трясется весь, да. Вот. И Сергея оттеснили сюда уже к дороге. Подъехало порядка 8 микроавтобусов ОМОНа и плюс 1 большой МАЗ ОМОНа. И здесь началась вот вся эта потасовка. Мы пытались перегородить дорогу, не дать им выехать. Но, как мы поняли, что Сергея загрузили в белую «Газель», и пока мы пытались всех остальных держать здесь, Сергея просто вывезли. Куда вывезли, пока мы не знаем. Мы сейчас эту информацию уточняем. Как только эта информация будет, ребят, мы всем обязательно скажем. Сейчас Николай Васильевич Соляник собрал всех людей, которые здесь были, основную массу. Они направились в сторону РОВД на Академической.
Добре. А скажіть, ви, може, так само були при гэтым затрыманні? Я був, я розкажу, як я розумію ситуацію. Подослали до Сергея женщину-провокатора, которая все выпытывала про кандидата Светлану Тихановскую. Я Анатолий Кудласевич, белорусский поэт и бард. Чуть ли не смыкала, чуть ли не лезла в постель к интимным подробностям. Сергей все старался, значит, сойти. И тут на Сергея накинулось несколько бул, которые уже были, видом тоже переопранутые. И тут же вызвали 2 милиционеров, которые бегали, добегли сюда, сбегли назад. Сбегли назад, люди их освистали, сарайник был, сориентовался. Потом они все равно побегли. Сюда Сергей вернулся сюда, к людям. Людей было шмат. Сергей вернулся. И эти менты к Сергею. 2 ментов люди взяли под ноги, там то и другое, один там растерян лежал. И потом оттуда появился ОМОН, они включили типа сирену свою, заявился ОМОн и накинулись на Сергея. Ну, из всех сторон, оттуда накинули Сергея, забрали Сергея и... Это кого я знаю. Забрали оператора, забрали Сергея, забрали Сашу, такие похожи на Сергея. Забрали, хлопець подписи збирав, здається, Бородач його прозвище. Не пам'ятаєте ви? Прозвище. Він був, якби, не відсиджений сутки були. Дмитрий. Фурманов Дмитрий. Як фамилия этого хлопца, который Саша, водитель? Не знаю. Я забыл. Сашу, который водитель, который двойник. А Фурмана забрали тому, что як быцем бы у него там сутки не отсидены. Они типа составили административный протокол. Всего месяц вылавливали. Типа вылавливали вместе, не ловили. Вот. Что мне вот зараз робить, я не ведаю, потому что коли наших бусов стоять переопранутые менты, и мы не можем, нам наши вещи, вот у меня всего 3 книжки, гитара без шахла. Все речи там. Я не ведаю, что такое ситуация робить. А ви приїхали разом з Сергієм Тихановським сюди? Я приїхав разом з Сергієм Тихановським, підтримати його, скажімо так, мистецьким словом. Своїми піснями, віршами і своєю громадянською позицією. Тому що я, як громадянин, терпіти такое вже не веду. Це не таракан, це хочеться такий смачний мат загнути, це вже уйобище, пробачте, забігається. Скажіть, у інших городах ви так само ж були, так, Сергій? Да, я був у Могилеві, був у Гомелі і ось тут. Завтра планувалося Ліда, Брест в неділю. Але ці провокації в інших городах ось були? Були. У Могилеві я не заважав, у Гомелі були провокації такі. У нас початок збору підписів був у 18 годині. Только люди пришли, здоровенные 1000 людей пришли. Черги выстроились, прислали, значит, 17 косарей с этими триммерами, почали косить траву. Уже люди з натовпу вибігають, що ви робите? Тут стільки людей, ви ж мішаєте, і так далі. Я сам підходжу до одного, тобі говорю, не соромно, ти погляди, скільки людей, ти ж тут живеш, тобі ж в очі виділуть, заклюють, ідіть к моєму начальству. Ось. І отак вони косили, 1,5, потім підсилали так само п'яниці, обход, і все цеплявся. Ну там могли бути і... Это тот был провокатор, потому что люди вызвали милицию, милиция полгодины колеса сидит, что-то тузло, потом еще пришел один милиционер, я как бы всем вынесли. Провокация, а это то, что я веду. А тут я не чекал. Ну, просто поступила команда сверху от таракана, значит, скрутить, брать, нам по прозвищу, главную брать Тихановскую. Глядите, на наступні дні вже розпланований був... Лида и Брест. Так, что, ну, покуль вы не ведаете, что будет далее? Я не Сергей Тихановский, видите? Я не Сергей Тихановский. По-перше, позабирали наши списки, вот там подписные листы. Это порушение... Кто списки забрали? Порушение всякого законодавства. Я не политик, я творчий человек. Но по мне это
сусветное громадство. Вот у меня сестра живет в Америке, меня видишь, мат, Надя, сестра, коли ты чуешь меня, что хочешь своим баптистами робите, что хочешь во все колоколы, бей, хай наведут пора, хай, коли хочете Беларуси, то может быть так. Коли вы не здольны подняться, и какая-нибудь Америка кинет сюда ядерную бомбу и знищить вас. Вы сказали, что списы забрали? И списы, да тут порушение, я не ведаю. Все позабирали, ну тут все порушено. Все порушено. Ого, добре, дякую велике, господар Антон. Так. Потому что у вас свобода так само, у вас такая свобода, что можете писать, а потом не делать. Все живой трансляции. А скажите, коли ласка, нам сказали, что списы забрали с теми, кто подписывался, сапраўды? Нет, списки у нас. Списки переложили, передали дальше инициативной группе, списки сохранены, все хорошо. Со списками все, что... Все те, хто сьогодні підписувався тут у городі, їхні нікуди не зникли. Нет, все есть, все есть. Затрималися. Скажіть, ці нешта відомо на зараз, ну, зараз уже стало відомо по тим, де Сергій, ці... Не дают информацию. Сейчас люди стоят под РОВД, требуют информацию. Просто те люди, которые там сидят, говорят, мы ничего не знаем, мы просто на проходной и все. То есть не дают информации вообще никакой. Я не знаю, куда их увезли. Никто не сел на машину, никто не сел на хвост, неизвестно. Может быть, кто-то поехал, потом будет информация, но пока нет. Не знаю. Зрозуміло. Добре, дякую. Нагадаю, це друге включення з Ради Свобода з Городні. Тут сьогодні пікет проводився у підтримку Світлани Тихановської, претендентки у кандидата в президенти. Ось. І півгодини тому, каля того, був затриманий її муж, блогер Сергій Тихановський. Як розказують, уже не один чоловік нам розказував, була провокація, після якої тут з'явилися міліціянти і приїхало кілька бусиків з АМАПом і всіх, і принаймні 3 чи 4 чоловік звезла міліція у невідомому керунку. Бейте локтем его! По голове, а лучше по усам. Це перше. Нельзя, большое скопление людей. А почему думаете, что там очаг, а здесь нет? Нам тоже не уютно. Тогда просто, если вы какого-то движения преследуете, то как силу невозможно. Так, а мы знайшли одного з відавочців гэтага затрымання. Добрый день. Вы нават відео зняли, так? Частично, да, что-то снял, как бы, но уже... Можете показать на телефоне хотя бы, потому что зараз нема магчымасці гэта запустить. Уже скорее... Андрей, поможешь? Что тут подъехали машины? На самом деле людей очень много снимало.
В этой машине свезли Сергея? Я, честно, не видел конкретно, кого захватывали, как бы, да, но если я не ошибаюсь, возможно, даже вот в этой вот. Но это и мое предположение, насколько я вот в той ситуации думал, где он может находиться. Вы сам один из так само видоводства сказал, что это у «Газели» белой звезли Тихановского самого. Не могу утверждать, как бы, то есть я... Что бачив. І там некалькі чоловік, окрім його, ще 3, здається, чоловіки були затримані. Во всех, как бы, машинах сидели люди в штатском, а непосредственно ОМОН паковался, как бы, ну, залазил в задние двери во всех машинах. Тут куча людей стоит, снимает на горочку. Некалькі микроавтобусов и семьи затримали фактично там 3 человек. Ну, я не знаю, на самом деле, сколько задержали людей. Вот, но было, ну, как вы видите, там минимум можно машин 6 насчитать. Потом еще вот я позже снимал, они с Советской площади, так, это короткое видео. Вот здесь вот с Советской площади они как бы уезжали еще, они бежали бегом, ОМОН, там и пару людей в штатском, я не знаю, как бы кто они. Вот, уезжали на вот этом автобусе, и «Газель», по-моему, тоже люди как бы садились. То есть, ну, как бы я то, что видел. Добре, дякую вам велике. Пожалуйста. Дякую велике. Ми не заканчиваем трансляцию. Зараз мы дойдем пешки до Рауса, где находится, где собрались прихильники Сергея Тихановского. Так. Мы протягиваем нашу живую трансляцию по слідах затримання Сергія Тихановського у Городні. Тут каля паўгадзіны таму ён быў затрыманы. Невядома пакуль дакладна, дзе знаходзіцца Сергей, але шмат хто з яго прыхільнікаў зараз сабраліся каля аднаго з раусаў у Городні, і мы туды зараз просто гэта не так далёка, вось, паспрабуем дайсці. Нагадаю, сёння тут у Городні праходзіў больш за 2 гадзіны збор подпісаў за жонку Сергея Тихановскага, блогера Тихановскага. Яна вылучаецца ў кандыдаты прэзідэнты, і быў даволі спакойны пікет. Некалькі соцень людзей сабраліся у цэнтры горада каля фарнага касцёла. Было 5... Ну, идем так само. Вы, может, ведаете? Так, ну, мы вас спрашиваем. Вы бачили, як затрымлівалі? Не, ну, так само пакуль нічога не ведаем. Вось нас пытаюцца людзі, што здарылася з Сергеем Тихановскім і дзе ён знаходзіцца. Вось, сам збор подпісаў быў даволі спакойным. Большасць людзей проста абмяркоўвалі паміж сабой і гэтую выбарчую кампанію, і праблемы ў горадні, эканамічнае, беспрацоўе, усё астатняе. Вось. І праз 20 хвілін пасля таго, як мы скончылі стрым, як нам распавядалі ўжо людзі, з'явілася жанчына, якая просто правакавала, па іх словах, Сергея Тихановскага, кідалася на яго, ён спрабаваў ад яе адысці, потым з'явілася з ніадкуль міліцыя, супрацоўнікі міліцыі. Людзі спрабавалі Сергея
абараніць ад міліцыянтаў. Вось у выніку людзі ў штатскім адцягнулі вось тых, хто спрабаваў абараніць Ціхановскага і самога Сергея, ягонага аператара, а таксама кіраўніка ініцыятыўнай групы па Горадзінскай обласці. Іх затрымалі і пасадзілі ў мікрааўтобусы. І зноў жа, гэта па словах відавочцаў, там было 8 мікрааўтобусаў з міліцыянтамі, а таксама з супрацоўнікамі АМАПу. І вось іх 3 ці 4 чалавек з ініцыятыўнай групы Ціхановскага пасадзілі ў гэты мікрааўтобусы і звезлі пакуль невядома куды. Большасць, не большасць, ну, невядома пакуль колькі, але некалькі дзясяткаў чалавек, прынамсі, зараз сабраліся каля аднаго з раусаў тут у горадні, і мы туды ідзем. Так, зараз Миколай, вітаю. Вітаю. Так, зараз вось мы на сувязі з паплечнікам Сергея Ціхановскага, з ім мы размаўлялі падчас жывой трансляцыі. Миколай, скажите, где вы зараз находитесь? Мы сейчас находимся возле здания управления внутренних дел Гродненского облсполкома на Академической 3. Требуем объяснения, на каком основании были задержаны Тихановский и еще 2 активиста. А ці шмат? Ага. Ці шмат людей там собралося зараз? Алло. Ці шмат людей там собралося? Да, собралось около 50 человек. Вызвали замначальника и пытаемся выяснить, на каком основании и за что задержали нас. Я очень вас плохо слышу, поэтому я хотел, да. Родственники задержанных тут пришли. А ці вядома, колькі чалавек затрымалі? Около 50 человек пришло. Я же примерно посчитаю. А колькі было затрымана чалавек? Ці вядома? Это 3 человека. Ага, затрыманы былі трое. А ці нехта выйшаў да вас на перамовы? Дежурный, а потом вышел замначальника УВД. Ці зараз уже вядома, дзе знаходзіцца Сергей? Ці ён у гэтым раусе, ці дзесьці ў іншым месцы? Ну, я привел людей к областному, потому что это они могут переводить, поэтому это областная организация, которая ведает этими делами. Дякую вялікі, Миколай. Мы, напэўна, уже хутка таксама будзем там на месцы і ўжо ўжывую пабачым, што там адбываецца. Всяго добрага. Нагадаю, зараз мы размаўлялі з Миколаем Салянікам. Гэта адзін з прадстаўнікоў і паплечнікаў Сергея Ціхановскага тут на Гарадзеншчыне. І ён разам з 50 іншымі удзельнікамі сённяшняга пікета зараз знаходзіцца каля будынку абласной міліцыі тут у цэнтры горадні, куды мы рухаемся. Тут уже так, мы прайшлі ўсю ўжо пешаходную Савецкую вуліцу. Вось, і ўжо неўзабаве, можа, каля 5 хвілінаў засталося хады тут па вуліцы Ажэшкі. Да, бачыце, все даволі мірна, спакойна, але ў гэты час быў затрыманы каля паловы гадзіны таму Сергей Ціхановскі
каля на сустрэчы на пікеце, выбарчым пікеце каля фарнага касцёла тут у цэнтры горадні. Але мушу сказаць, што ўвесь час, што мы вялі папярэдні стрым, міліцыі ўвогуле не было бачна. Прынамсі па форме людзей. Вось, і каб нехта правакаваў, таксама я не заўважаў. Зразумела, што з такімі актыўнымі акцыямі да іх вялікая увага ва ўладаў і у сілавых структураў. Вось. Але вось першыя 2,5 гадзіны, што мы там знаходзіліся, нічога надзвычайнага не адбывалася. Было пару чалавек, якія проста вельмі актыўна ўступалі у спрэчкі з Сергеем і з іншымі людзьмі, вось, якія не падзяляюць іхніх палітычных поглядаў. Вось. Але чагосьці сур'ёзнага, там, сварак, што б магло выклікаць увагу міліцыі, такога не было. Таксама нам расказваў Анатоль Кудласевіч, адзін з сяброў Сергея Ціханаўскага, які прыехаў разам з ім на іхнім аўтакараване, што такія нейкія намёкі на правакацыі былі ў іншых гарадах. Вось, але ён нечакана здзіўлены таму, што адбылося тут у горадзе. Сюды Сергей прыехаў не адзін. У яго цэлая каманда з некалькіх машын. І ў іх распланавана наперад уже некалькі дзён, куды яны мусяць паехаць далей, сустракацца з патэнцыйнымі выбаршчыкамі, з людзьмі, якія будуць распісвацца за вылучэнне ягонай жонкі у кандыдаты ў прэзідэнты. Заўтра мусіла быць Ліда, потым у нядзелю ў Берасці. Вось. А літаральна учора ён праводзіў шматтысячную сустрэчу ў Гомлі, дзе, па яго словах, ён сабраў 5000 подпісаў за адзін вечар. Так, мы ўжо вельмі блізка. Вуліца Ажэшкі, вось універсітэт імя Янка Купалы гарадзенскі. І тут каля кірхі нямецкай абласная міліцыя дзесьці знаходзіцца. Па словах, вось пакуль ідзем, таксама распавяду пра тое, што людзі расказвалі на гэтай сустрэчы. Многія з іх увогуле ўпершыню прыйшлі і падпісацца за кагосьці. Вось, і ўпершыню лічаць, што вось гэты прэзідэнцкія выбары будуць асаблівымі, адрознівацца, так, мы у гэты бок ідзем, адрознівацца ад таго, як праходзілі папярэднія, вось, 15-го і 10-го года. Так, нам паведамляюць, што да гарадзенцаў, якія сабраліся каля аблвыканкаму, але не, аблвыканкамы праходзілі. Напэўна, абласнога камітэта ўнутраных спраў выйшаў старшыня аблвыканкаму. Ну, але зараз на месцы спраўдзім. Вось, мы ўжо падыходзім. Тут каля нямецкай кірхі знаходзіцца абласное управленне ўнутраных спраў. Зараз падбяжым трошкі. Да, тут сапраўды сабралася некалькі дзясяткаў чалавек.
Місце продих. Міграція тут є. Спасибо. Давайте так. Я пользуюсь, я так понимаю, это первый жанр. Это представитель. Я вас предоставлю. Я член Белорусского национального конгресса, который не назначен, как вы, незаконно исполняющим обязанности президента, а меня избрал народ. Я повторяю, я член Белорусского национального конгресса. Я региональный лидер Гродненской области и буду делать все для них, как вы их называете, быдло. Да. Буду делать все для того, чтобы их защитить права. И второе, принесите мне распоряжение, по которому я, как налогоплательщик, не имею права на эти прекрасные ступеньки стать. Пожалуйста, Николай. Понимаете, Васильевич, меня Гоголь, как Гоголя звали, поэтому вы, пожалуйста, товарищ подполковник Александр Иванович, пожалуйста, я хорошо запомнил вас. Пожалуйста, уточните, в какое отделение завезли наших товарищей, они задержаны ли, на какой срок, что им предъявляют и какова их судьба. Пока они теперь, пока мы не будем знать, какова их судьба, мы отсюда не уйдем. Я, например, по крайней мере. И хочу сказать, что это никакой не режимный объект. Вот там стоянка, если вы будете нас отжимать, мы на стоянке будем стоять. Но мы будем стоять на стоянке. На стоянке вы нам не запретите стоять. Какое правовое государство? Если президент говорит, откручу головы. Николаевич, послушайте, значит, все, что... Я можете не буду представляться, я представился. Он говорит, Александр Иванович, простите... Значит, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи здесь присутствующие, значит, я так понимаю, господин Соляник, товарищ Соляник, можно товарищ назвать? Можно. Можно. Пожалуйста. Товарищ Соляник сейчас сделал соответствующий призыв. Я его как должностное лицо органов внутренних дел расцениваю как призыв к неповиновению. Поэтому я вас убедительно прошу и настоятельно вам рекомендую сейчас покинуть территорию возле здания УВД. На каком основании, где территория УВД, покажите. Это прилегающая территория к органам внутренних дел. Поэтому я убедительно прошу. Александр Иванович. Следующий вопрос ваш был, на каком основании? Я вам еще раз повторяю. Задержали наших товарищей. Доставлены в органы внутренних дел для проведения разбирательства. А як довго вони там, у які міновіто їх доставили органи внутрішніх дел? В органы внутренних дел Гродненского гарнизона. На данный момент я такой информацией не обладаю в связи с тем, что Николай Соляник пришел вместе со своей группой товарищей сюда к ОВД и немедленно потребовал ему дать объяснение. В связи с тем, что у меня была общая информация, я к вам вышел, чтобы вам разъяснить. Мы вас подождем. Вы уточните, пожалуйста. Значит, мы я подождем. убедительно вас прошу покинуть территорию возле здания УВД. Выпускай, выпускай. Мы люди, мы не скоты, мы люди, мы налогоплательщики, мы вас содержим. Żeby rozpowiedzieć, nie postawić czego byli. Не даю комментарий. Мы люди. Прилегающая территория где заканчивается? Да, конечно. Всем заинтересованным гражданам, пожалуйста, информация будет размещена на нашем информационном канале. Давайте только так, один кто-то. Вот господин Соляник пусть подходит, он нормально, достаточно гражданин, которого выслушать внимательно можно. Я ему сообщу соответствующую информацию, он вам ее доведет. В какую удобную форму? Но мне надо время. Полчаса Вы поймите правильно. хватит вам уточнить? Через полчаса, пожалуйста, подходите. Спасибо. Даже Александр Иванович хорошо так общается с нами. Давайте пойдем в парк напротив и подождем полчаса. И я подойду потом. Вы не возражаете, Александр Иванович? Я не возражаю. Спасибо.
А скажите, Спадар Николай, Точно, позорно стоять. можете распавесці, хто гэта, ці вам прадставіўся, хто гэта і што ён вам расказаў наконт затрымання? Заместитель начальника управления УВД Гродненского облисполкома. Отсюда нам здесь Значит, вышел, он дежурит, сказал, что наши товарищи задержаны. Ведется разбирательство, так он сказал, выяснение обстоятельств. За что, на какое время задержаны. Даже не от... Подождите, какой парк? Призвали всех и чекать. Нет, вот Только переходим через дорогу и отдыхаем. Только через дорогу. Никуда не расходимся, иначе наша затея шик получит. Они в парках программы. Вы что? Нет, нет, нет. Я имею в виду, все, садитесь, отдыхайте, хоть раз в жизни отдохните. Куда никого? Люди подъезжают. Никуда не расходитесь, никуда не расходитесь. Отдыхайте. Алло. Да. Ты знаешь, что мы у УВД задержали... Так, я тут не ведаю, ці было добре чуваць праз узмацняльнік даволі гучна, але прадстаўнік, гэта намеснік начальніка областного управління внутренних справ по Городской области сказал, что праз паўгадзіны ён паведаміць інфармацыю, якая вядома яму наконт затрыманняў. Вось зараз у невядома якіх ізноў жа аддзелах внутренних справ праходзіць разбіральніцтва. Незразумела пакуль таксама на якой падставе гэтыя людзі былі затрыманыя і што ім прад'яўляюць. Вось і гэты прадстаўнік областного управління внутренних справ попросіў, каб пакінулі тэрыторыю, якая прилягае да областного управління. І вось зараз на тут каля у парку Жалібера людзі будуць чакаць паўгадзіны, потым магчыма штосьці новае даведаюцца пра лёс Сергея Тихановскага і двух яго паплечнікаў. Скажите, а вы засняли то, что было на площади Советской, как их задерживали незаконно? Не, мы не засняли. А вы бачили гэта затрыманне? Просто можете распавесці, што там адбывалася? Я збирав як координатор застав Тихановского, збирав подписи. Подошла некая женщина, давайте на русском буду. Женщина подошла, начала Тихановского Сергея дергать за руки. Он от нее отходил, говорит, вы провокатор. Я не хочу с вами разговаривать. Потом подошел сотрудник милиции, упал рядом. Еще Соляник говорит, а что вы лежите? Ну, что вы такое слабое сознание теряете? Потом выскочили, подъехали менты, ну, не знаю кто, в черных формах люди, ОМОН. Ничего не представлялись, ничего, просто взяли. Наш член инициативной группы, координатора по Гродно, Фурмана Дмитрия, 4 человека за руки, за ноги схватили и просто унесли в сторону, в город. Увезли. Тихановского тоже заломали, закрутили, увезли. Просто прохожих хватали, били. Полный беспредел происходил. И неведомо, куда их звезли. Никто не говорит, вот полковник вышел, сказал, ну ничего не сказал, звоните в 102, оставляйте свои данные, чтобы с вами связались, что вы свидетели говорите. Ну свидетели, сами видите, только здесь сотня человек, плюс те, что были на площади. Поэтому, ну, никаких комментариев не дают. А вы як сюда пешки так само пришли? Пешо пришли с Советской сюда, к РУВД, пешком. Чему областное? Как-то не было выбора, решили сюда. Ближе всего идти. А як вы мяркуеце, на подставе чаго могли быть затрыманыя гэтыя люди? Ну, как на подставе чего? Ну, обычная провокация произошла, ну, чтобы не хотят давать дорогу, не хотят вот этих протестов. Они привыкли, что 26 все было ровно, 26 лет. Ну, никаких. Здесь народ уже, ну, подходит. Вы видели хотя бы, чтобы в очереди собирались? Я во вторник собирал пикет, вот, принимал подписи. Люди 2 часа под дождем стояли, чтобы ставить свою подпись. 2 часа ждали. В каком году это было, чтобы люди стояли, ждали? Ну, всегда ходили, уговаривали по домам или на работе заставляли. Поэтому очевидно.
Як ви думаеце, ці, што зараз будзе? Людзі сапраўды будуць чакаць гэтых тлумачэнняў? Конечно, будем ждать, должны прийти, по-любому дать ответ через полчаса. Вряд ли кто-то даст каких-то объяснений, пока сказали все звонки до 102 и оставлять свои координаты для связи. А вы з ініцыятыўнай групы па Городзенскай обласці? Да, по Городской области. Координатор. Координатор гэтай групы. У іншых гарадах, як думаеце, гэта там прымеркавана да чагось, чаму менавіта вось першая такая правакацыя сур'ёзна здалася менавіта тут? Ну, Сергей проехал несколько городов, они посмотрели, как это все проходит. И, видимо, поняли общую картину и спланировали как-то вот это мероприятие. Чтобы понимали уже, как, что это будет происходить. И спланировали. І, наколькі ведаю, завтра запланаваны іншыя паездкі па Городзенскай области, зноў жа, да? Завтра запланована Лида, город Лида. Там тоже собирались подписи. В воскресенье Брест должен был быть. Ну, сейчас подписи будут собираться, я думаю, и отправим туда людей, все будет проходить, но без Сергея, без главы, получается, инициативной группы. Ну, и компания не припынится. Нет, все будет продолжаться в том же духе. Да, конечно, возможно, кто-то испугается этого, но я думаю, все будет хорошо, все будет собирать будем, все по плану. Як вы меркуете, сегодня выпустить их? Я думаю, нет. По закону 3 часа должны. А тут, подстава такая, я так понимаю, уголовное дело, потому что, там было... Не знаю, будем смотреть. Добре, дякую велике вам. Спасибо. Красавец, который не боится. Вот, одна, вторая. Я всегда говорил, не зря я любил всегда женщин и буду до последнего дня любить женщин, потому что знаю, что женщина — это опора, это действительно, это сила, это мужество, это мощь. Потому, а вот они, кое-кто, не хочу обидеть, который, наверное, здесь не присутствует, жену кругом стола кухонного погонять, герои. И спросить, кто хозяин дома. Вот тут вот вы покажите свой героизм. Я так нам стало вядома, што гэта за прадстаўнік міліцыі, які размаўляў. Гэта начальнік крымінальнай міліцыі па Городзенскай вобласці Александр Шаптайла. Ён паабяцаў, што цягам паўгадзіны паведаміць навіны пра затрыманне Сергея Ціхановскага і ягоных паплечнікаў. Вось. Для тых, хто недавно долучился до нас, нагадаю, что, напевно, каля гадзіны таму быў затрыманы падчас збору подпісу на пікеце ў цэнтры горадні Сергей Ціхановскі, блогер, кіраўнік штабу Святланы Ціхановскай, прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама яшчэ 2 чалавекі, аператор і адзін з кіраўнікоў ініцыятыўнай групы па Городзенскай вобласці фурманаў. Вось, іх затрымалі і у невядомым кірунку звезлі. Вось, як нам тут расказаў прадстаўнік абласной міліцыі, яны ў адным з раусаў, але дзе дакладна невядома, і таму мы зараз знаходзімся каля абласной міліцыі, чакаем, калі будзе нешта вядома пра іхняе месцазнаходжанне. І зноў жа невядома пра афіцыйную нейкую падставу для затрымання. Вось, як ужо не адзін чалавек расказваў, там была правакацыя, калі адзін міліцыянт упаў, вось, і пасля гэтага пачаліся затрыманні. Так, вось гэты будынак абласной міліцыі. Каля сотні чалавек, напэўна, вось зараз сабраліся тут, у парку каля міліцыі. Вось. А на Украине, чтоб вы знали, $60. Воюющая страна. Вот, мои дорогие. А вы наберите и позвоните мне 780-13-87. Я попрошу у вас прощения, если я не прав. Знаю, что заработная плата за 19 год на Украине уже выше, чем у нас составила.
Скажіть, ви Второй може пример вам приведу. Когда пришел Саакашвили в затримання? Грузию, 100% он уволил милиции, прокуратуры А, ви там були, да? и судей. И взяли Скажите, это от 5 до Ви були при затриманні самі, так? Вот блогера Сергея я очень поддерживаю. И как бы и его вот, ну, жену Тихановскую как бы пришла, чтобы подпись свою отдать. Мне сказали, что это все законно, что это все нормально. Ну и оставалось вот там и на гитаре играли, как бы, и ну, как бы проводилась такая мирная, ну, акция. А потом произошло что-то непонятное, какая-то провокация. И они говорят, милиционер упал. Так меня толкнули. Меня толкнули, сам ОМОНовец отшвырнул. За что, если я пришла на нормальную, ну, мирную, эту вот, свое мнение как бы высказать? Вот. За что? Если они говорят, милиционер упал, так там это точно была провокация, я была свидетелем. А кто ответит за то, что я упала и локоть разбила, только под курткой не видно? Кто за это ответит? Я, если мне надо будет сказать, что там произошло, я скажу. Сейчас просто я очень волнуюсь, вот сбиваюсь, но там явно произошла провокация. И это все, что там произошло, это незаконно. Незаконно задержали Сергея. И мы не уйдем отсюда, пока его не выпустят и не скажут, где он. Вот. Что это такое, я не понимаю. Уже хватит нам этих тех людей, которые уже без вести пропадали в те годы. Уже надо, чтобы времена менялись. Надо, чтобы какие-то были нормальные европейские законы, чтобы человек мог сказать, что он думает, в конце концов. Вот. Ну, ви розлішуєте, що випустять сьогодні Сергія і ось інших людей? Я не знаю, я хочу, чтобы это так было. Но, как я видела, какие эти ОМОНовцы, какие они вообще, я не знаю, кто им дает такие указания, какая у нас тут власть, я не знаю, что из этого получится, если честно. Я был свидетелем задержания Дмитрия Фурманова. А их не одночасово затримывали? Когда произошла суета с этой провокаторшей женщиной, которая наступала за Тихановским, была создана такая непонятная ситуация с милиционерами. И в это время из сквера, который находился за сборщиками подписей, я стоял возле столика, где собирал подписи Дмитрий Фурманов. Он имеет, я так понимаю, соответствующее удостоверение доверенного лица. Подбежало 4 человека по гражданке. 2 схватили под колени, 2 под руки, и его вот так вот вместе со стулом поволокли в этот сквер. Мы начали кричать, что вы делаете, потому что все подписи, которые он собирал, все документы остались на столе. Один человек подошел, их аккуратно собрал. Дмитрия уволокли в этот сквер, побежала за ним мама. Был синий бус 6691. Я еще поднимал маску, которая была на земле, отдал ее маме. Я отдал свой телефон матери Дмитрия Фурманова. Я понимаю их родительское состояние и могу, как отец 4 детей, сказать, что не дай бог, чтобы моих детей также воровали публично при сборе подписей в свободной стране. Вот поэтому я здесь и нахожусь. И говорю вам в радио «Свобода», да, у нас декларируется свобода слова, но не декларируется свобода после слова. Тихановский несет свободу слова. Он дает свободный микрофон, так как и вы, людям. И я считаю, что он делает это правильно. И нельзя его сторонников просто воровать. Я считаю, это воровство. Как бандиты подбежали сзади, схватили под руки, под ноги и вместе со стулом поволокли в сквер. Стул остался, маска его осталась. И эта женщина, которая создала провокацию, она подошла потом к этому же милиционеру, который сидел в сквере. Они якобы вызвали скорую, скорая прилетела, и она еще указывала, куда заезжать скорой. Так кто она такая? Я подошел к ней и смотрел ей в глаза, спросил у нее, сколько вам заплатили за эту провокацию?
На что она мне развернулась спиной, сняла штаны. И я хочу понять, насколько низменны те офицеры, которые нанимают таких мразей для таких дел. Все. Соляник Николай Васильевич, член Белорусского национального конгресса. Никогда не бдел, Ежи Иванович, ни перед кем. И всю ответственность беру на себя, если что. Мне такое ўражанне, што людзей тут становіцца нават болей, чым ад часу, калі мы сюды толькі прыйшлі. Вось, напэўна, ўжо каля 10 хвілінаў засталося. Ой, давайте так трошки адыдзем. Дзесьці праз 10 хвілін абяцаў Александр Шаптайла, гэта начальнік крымінальнай міліцыі, які выходзіў сюды на вуліцу, і размаўляў з прыхільнікамі Ціхановскага, якія сабраліся каля абласной міліцыі. Вось, і ён паабяцаў, што праз паўгадзіны вернецца з навінамі. Ўжо гэты час хутка заканчваецца. Вось, магчыма, будзе штосьці вядомае пра лёс блогера Ціхановскага, Фурманова і яшчэ аднаго чалавека з каманды Сергея Ціхановскага. Мы прыйшлі сюды пешкі. У гэты час там, дзе праходзіць збор подпісаў, ён працягваўся. Там стаялі чэргі з людзьмі. Вось, а тыя, хто ўжо, напэўна, падпісаўся, і найбольш зацятыя прыхільнікі Ціхановскага, яны прыйшлі сюды пешкі да абласной міліцыі. Вось. Людзі спачатку стаялі каля самога будынка, але потым міліцыянт сказаў, што гэта можа быць расцэньванне за адміністратыўнае парушэнне, таму што за заклік да супрацьдзеяння міліцыі, штосьці такого кшталту. А таму усе перайшлі праз дарогу ад міліцыі і вось чакаюць, калі яны вернуцца з нейкімі навінамі. Подкованного, да? Да. Спасибо. Мы с вами подойдем вместе, хорошо? Да, конечно. Да. Спасибо. Не, все ребята не надо. Не, мы сказали, туда идти не надо, потому что... Он не надо, Станислава. Я пообещал, что один приду, но я приду вдвоем, я думаю, что против он не будет. Не надо. Вот там, где не надо, там не надо обострять отношения. Давайте мы договорились, что здесь этого достаточно. Стояли мы там, выражали смело, на проведение якобы дисциплинированного дела. Владимир, я тебе говорю, тут такое, что что были. Чтобы он посмотрит, я Рада свободы. А так вроде так, маховичок, смотри, как так оборотики и на тебе, блин. Друзья мои, я позволю себе еще раз сказать, что вот сегодня, вы знаете что, моя жизнь прошлая, я несколько в жизни раз испытал огромное удовлетворение от общения с людьми. Первый раз, когда я заканчивал судостроительное училище, помню, в Питере, за меня поднялись люди, не дали мне, так сказать, повышенные разряды, студенты кашей бросали. Я поднялся и говорю, что спасибо за поддержку, но я выбираю красный диплом, чтобы мне в институт один экзамен сдавать. Второй раз, когда я работал первым заместителем председателя исполкома, люди выехали автобусами защищать меня. В Илье я работал тогда. Ездили неделю. И вот второй раз...
Я очень поддерживаю, и как бы я очень поддерживаю, и как бы и его вот, ну, жену Тихановскую как бы пришла, чтобы подпись свою отдать. Мне сказали, что это все законно, что это все нормально. Ну и оставалось, вот там и на гитаре играли, как бы, и ну, как бы проводилась такая мирная, ну, акция. А потом произошло что-то непонятное, какая-то провокация. И они говорят, милиционер упал. Так меня толкнули. Меня толкнули, сам ОМОНовец отшвырнул. За что, если я пришла на нормальную, ну, мирную, эту вот, свое мнение как бы высказать? Вот. За что? Если они говорят, милиционер упал, так там это точно была провокация, я была свидетелем. А кто ответит за то, что я упала и локоть разбила, только под курткой не видно? Кто за это ответит? Я, если мне надо будет сказать, что там произошло, я скажу. Сейчас просто я очень волнуюсь, вот сбиваюсь, но там явно произошла провокация. И это все, что там произошло, это незаконно. Незаконно задержали Сергея. И мы не уйдем отсюда, пока его не выпустят. Застав Тихановскую, собирал подписи. Подошла некая женщина, давайте на русском буду. Женщина подошла, начала Тихановскую Сергея делать. Я очень поддерживаю, и как бы и его вот, ну, жену Тихановскую как бы пришла, чтобы подпись свою отдать. Мне сказали, что это все законно, что это все нормально. Ну и оставалось, вот там и на гитаре играли, как бы, и ну, как бы проводилась такая мирная, ну, акция. А потом произошло что-то непонятное, какая-то провокация. И они говорят, милиционер упал. Так меня толкнули. Меня толкнули, сам ОМОНовец отшвырнул. За что, если я пришла на нормальную, ну, мирную, эту вот, свое мнение как бы высказать? Вот. За что? Если они говорят, милиционер упал, так там это точно была провокация, я была свидетелем. А кто ответит за то, что я упала и локоть разбила, только под курткой не видно? Кто за это ответит? Я, если мне надо будет сказать, что там произошло, я скажу. Сейчас я очень поддерживаю, и как бы и его вот, ну, жену Тихановскую как бы пришла, чтобы подпись свою отдать. Мне сказали, что это все законно, что это все нормально. Ну и оставалось, вот там и на гитаре играли, как бы, и ну, как бы проводилась такая мирная, ну, акция. А потом произошло что-то непонятное, какая-то провокация. И они говорят, милиционер упал. Так меня толкнули. Меня толкнули, сам ОМОНовец отшвырнул. За что, если я пришла на нормальную, ну, мирную, эту вот, свое мнение как бы высказать? Вот. За что? Если они говорят, милиционер упал, так там это точно была провокация, я была свидетелем. А кто ответит за то, что я упала и локоть разбила, только под курткой не видно? Кто за это ответит? Я, если мне надо будет сказать, что там произошло, я скажу. Сейчас просто я очень волнуюсь, вот сбиваюсь, но там явно произошла провокация. И это все, что там произошло, это незаконно. Незаконно задержали Сергея. И мы не уйдем отсюда, пока его не выпустят. И не скажут, где он. Вот. Что это такое, я не понимаю. Уже хватит нам этих тех людей, которые уже без вести пропадали в те годы. Уже надо, чтобы времена менялись. Надо, чтобы какие-то были нормальные европейские законы, чтобы человек мог сказать, что он думает, в конце концов. Ви разрешите, что выпустить сегодня Сергея и інших людей? Я не знаю, я хочу, чтобы это так было. Но, как я видела, какие эти ОМОНовцы, какие они вообще, я не знаю, кто им дает такие указания, какая у нас тут власть, я не знаю, что из этого получится, если честно. Я был свидетелем задержания Дмитрия Фурманова. А их не одночасово затримливали? Когда произошла суета с этой провокаторшей женщиной, которая наступала за Тихановским, была создана такая непонятная ситуация с милиционерами. И в это время из сквера, который находился за сборщиками подписей,
переведены из Я областной стоял возле милиции. столика, где По собирал домовленности находится подписи Дмитрий Фурманов. подлеглой территории Он имеет, милиции. я так понимаю, Адрес дорогу. соответствующее удостоверение доверенного лица. Подбежало 4 человека по гражданке. 2 схватили под колени, 2 под руки, и его вот так вот вместе со стулом поволокли в этот сквер. Мы начали кричать, что вы делаете, потому что все подписи, которые он собирал, все документы остались на столе. Один человек подошел, их аккуратно собрал. Дмитрия уволокли в этот сквер, побежала за ним мама. Был синий бус 6691. Я еще поднимал маску, которая была на земле, отдал ее маме. Я отдал свой телефон матери Дмитрия Фурманова. Я понимаю их родительское состояние и могу, как и отец 4 детей, сказать, что не дай бог, чтобы моих детей также воровали публично при сборе подписей в свободной стране. Вот поэтому я здесь нахожусь. И говорю вам в радио «Свобода», да, у нас декларируется свобода слова, но не декларируется свобода после слова. Тихановский несет свободу слова. Он дает свободный микрофон, так как и вы людям. Прервалось. Ну, наверное, наши подполковники, полковники там прервали. Трансляция идет. Да. А вот даю даже трубку рядом с микрофоном стоит представитель прессы. Это Сазонов, правоборчий центр «Весна» наш, Гродненский. Не хотите поговорить с ним? Сазонов. Так, можно? Он говорит. Добрый день. Алло, господар Віктор. Так, привітання. Ми тут зараз просто адвоката шукаємо, і сочим за прямою трансляцією. Єдине, вона перервалася. Там може часово було, але повинно відновитися зараз, все нормально. Повинно. А скажите, Поэтому я позвонил Целянику, бо ми зараз будемо старатися знайти правоохоронний центр «Весна» шукає адвоката. Ну, але там зв'язалися з одним адвокатом, і він говорить, що тільки завтра там можуть заключити його свободі. Ну, глядимо, як можна що зробити ще. то покуль адвокат ще не знайдений, так? Ну, якби адвокат вже готовий, але тільки тому завтра зможемо заключити їх. Добре. Дякую, господар Віктор. Всього доброго. Тримайте. Зараз ми розмовляли з представником правооборонного центру «Весна», і він розповів, що терміново правооборонці шукають адвоката для Сергія Тихановського, Дмитра Фурманова. Зараз поспробують довідатися, хто третій затриманий. Ой, а вибачайте, а хто третій затриманий? Их вообще, по моим данным, 5. Фурманов, Дмитрий Фурманов, Тихановский, как его фамилия? Я не знаю. Александр? Что? Который двойник Александр. Наверное. И еще в шляпе красной со стягом был. Я его, к сожалению, фамилию не это помню. хлопец, да, был у нас у живой трансляции. Чекайте. Ему, ему, до речі, 17 год. Сколько? 17 год, и он неполногодовый. Да, вот. Да. Так. Потому что мы пытались его про возраст, бо не можем брать интервью, коли нема 18 годов. Ось. А слухайте, вже пройшло більше, ніж півгодини. Пройшло півгодини, але нічого не... Кажуть, ще треба почекати. Да. Привет. Ты не видел там в интернете ничего там? Я... Так, ми тут у самому центрі події знаходимося, але покуль невідомо нічого. Ні правооборонці, ой. Пойдемте. У меня боль вылез, нужно... Так, ось. Давайте так, вы сами порядочный человек, поэтому давайте, пройдите, пожалуйста. Ось вийшов. Зараз ми бачимо Олександра Шастайло, начальника кримінальної міліції Городинської області. Це він виходив і розмовляв тут з людьми. Це... Возьмите телефон. Так, а візьміть, бо я... Це його не телефон.
Гэта ён выходзіў і размаўляў з людзьмі. Ён і папрасіў іх дачакацца вось праз дарогу ад будынка міліцыі, пакуль ён высветліць, у якім з раўсаў знаходзіцца Сергей Ціхановскі, ягоныя паплечнікі, і таксама у сувязі з чым яны былі затрыманыя. Ось, прыйшло больш чым паўгадзіны, і зараз толькі ён запрасіў Мікалая Саляніка на размову. Чамусьці таксама Мікалай тэлефон пакінуў тут. Напэўна, міліцыя яго папрасіла. Добра, напэўна, тады пойдзем назад да людзей. Невядома, колькі зноў гэта будзе доўжыцца размова. Але як толькі Мікалай выйдзе, ўсё нам абавязкова распавядзе. Вось. Таму будзем чакаць і паговорыць з людзьмі. Бо так. Штосьці там ізноў адбываецца. Дайте мегафон. Вот Радио Свобода. Не проинструктировал. Пригласили. Ребята, нашего друга Соляника не задержали. Он находится просто здесь. Да, Соляник вышел. Тихановский. Нет, подождите, нет. С кем я был возле... Соляник. Да, я же говорю, Соляника не задержали. Он просто находится в здании райотдела. И с ним разговаривает первый замначальника. Так что никакой паники, никто не задержан. Сейчас ожидаем его. А что с Тихановским? Спасибо. Меня не пустили, только одного его сказали. Сколько его могут держать, если не задержали? Так скажут ему информацию. Соляника. Да, туда, наверное, туда, ребята, все давайте не пойдем, чтобы не было там никакой, столпотворения. А можете распавесці, вось увогуле, па юридычна, наколькі могуць быць затрыманы Сергей Тихановскі, вось іншыя людзі? Ну, ребят, я всю информацию полностью не владею, чтобы юридически вам ответить. Так что, дать вам юридический ответ, к сожалению, полный я не смогу. Так что, то, что я говорю, я видел, то, что происходило там, конечно, я был в шоке, но давайте сейчас мы подождем нашего друга Соляника, и тогда все будет известно. Пойдемте тогда туда. Так, мы напевно, трошки пазней подойдем. Кто бы сказал, чтоб не расходился. Кому-то что-то кажу. Упал. Еще и упал. Человек пострадал. Покажи, Радио Свобода. Радио Свобода, покажи. Подер живот и локоть подер. А что, здарылася? ОМОНовец подбежал и с локтя ударил в голову. Коли там? И стоял коли пешеходного перехода на площади Советской, коли пытались отбить бус Тихановского с Тихановским. А вы спробовали так само отбить? Я спробовал, я стоял сбоку, глядел, сдымал, как люди пытаются, кричал, что вы творите, и вот, стою, снимаю, и подбегаю с локтя в голову, и все. Я упал, уже просто поднимаюсь, и шукаю свой телефон на тротуаре, и все уже. Все поехали. Вы бачили, куды, у які бус з гэтых бусиков посадили Сергея Тихановского? У меня есть видео, я заливаю. Можете показать нам? У телеграм-канала. У телеграм-канале. Так. Видео без цензуры. Предупреди сразу. Без цензуры видео, да. Так, сейчас, секунду, так. Отправлял у редакцию Нехта. Так. Секунду. Так, звонят. Так, вот тут пятиминутное видео есть. Зараз ми поглядимо, як затримали Сергія Тихановського у Воронежі. Зараз, секунду. Так, зараз, секундочку, я знайду его. Тут. Вот его. Это вы сдымали, Вот так? я сдымал и отправил в редакцию Нехта. Вот Тихановского тягнуть. Вот выглядит жестко закручиваю. То есть
от його, напевно, у гэта вот бус потянули синий, який стояв один з перших. Зараз ми вийдемо, де Миколай Соляник. Вот, його туди потягнули, у перший бус. Покажи, как людей давили бусами, Ваня, помотай. Одну секундочку, там людей давили бусами, смотрите. Так, вам, а можна ми зараз вернемося до вас? Просто вернувся зараз Миколай Соляник, він розкаже про те, що йому зараз відомо про... Ми ще підійдемо, добре, до вас? Спасибо. Так, гэта Миколай Соляник, який був на розмові обласним управлінням внутрішніх справ. Давайте отойдем в сторону. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы меня не оставили. Я вам очень благодарен. Я вас тоже не оставлю. Пока жив, поверьте вы мне, я вас тоже никого не предам и не оставлю. Спасибо. Спасибо. Докладываю вам. Замначальника ОВД сказал, что по этому инциденту задержано 10 человек, оказывается. Со всеми ими ведется разбирательство. Их развезли по отделениям. Ни в одном они находятся. Значит, никого в Минск не повезли. Как с одной, так и со второй стороны. Я не видел, кого там забирали, не буду брать на себя ответственность. Но сказал, 10 человек задержано. Ведется разбирательство. И он лично меня попросил, чтобы я вас попросил, ну, чтобы мы на этом закончили нашу поддержку. Значит, я докладывал, что он сказал. Вы понимаете? Пользуясь и... А теперь давайте подумаем. Вот теперь я уже не знаю, как правильно нам с вами поступить. Потому что 3 часа, они имеют право 3 часа держать, вы знаете. 3 часа. Это, а во сколько забрали их? 8 начала 9. 8 начала 9. 8. Давайте выработаем общую, так сказать, стратегию. Какое предложение? Предложение поступило ждать, пока нам не скажут, так? Что с нашими активистами? И пока не отпустят. Пока не отпустят. Пока не отпустят. Пока не отпустят. А нам вообще интересно, где? Мы можем пойти. Они специально запутали так, что видите. Вы знаете, что, если честно, я хочу сказать, а может быть, давайте попробуем не нарушать закон. А давайте, А мы нарушаем разве? Ну... До 10 часов только я могу быть с вами. У меня все потом с 8 до 10 можно проводить пикеты. Это уже будет не пикет. Вы-то можете. До 10. Мы имеем право, где хотим сами стоять. Не имеем права, согласен, 100%, никаких вопросов, но... Тогда объявите, что пикет не проводится, чтобы кандидата не сняли. Ну да, Это не пикет, мы все это знаем, что... Товарищи, вы слышите, что это не пикет? Да, мы просто гуляем. Нет, так подожди. Не. А мы что, не имеем права поддержать наших граждан? 10 человек просто собрались. Где молодой человек, который мне помогал? Да, я здесь. Мы что, не имеем права, земля. так сказать, поддержать? Имеем право не то, что поддержать, мы имеем право, допустим, находиться в большом количестве граждан, допустим, в группе лиц. Да, мы... Секунду, я просто вам напомню, что помните те случаи, когда группа граждан просто выходили на улицу и хлопали. И хлоп в ладоши. Еще раз объявите, что я ухожу, это не пикет, вы здесь просто играете. Да. Я считаю, Мы просто гуляем, да. считаю, что... Человек, который имеет удостоверение, он действительно, он только до 10
10 часов, он не нарушает закон, он пошел, а мы с вами... Вы предлагаете находиться здесь, да? А какие могут быть варианты, где кроме этого места могут находиться? Я повторяю, что они не имеют права более 3 часов задерживать. Вы подходите не ближе, чем на 50 метров к административному зданию, не ближе 50 метров. И ровно без 5-10 вы расходитесь. Донесите, пожалуйста, это до каждого, иначе свету снимут с кандидатов кандидаты. Нам разрешено пикетирование не ближе 50 метров от любых административных зданий. И нет дольше, чем до 10 вечера. Без 5-10, несмотря ни на что, вы все собираетесь и расходитесь. Мы вас очень просим, чтобы не было все... Это со штаба, да? Товарищи, друзья, у меня не было пока от вас секретов и не будет, поверьте вы мне. Вот тут со штаба Светланы Тихановской позвонили и меня лично попросили, что согласно тупым законам лукашенковским, значит, нельзя больше 10 часов проводить пикет. Поэтому без 5-10 мы с вами должны, будем так сказать, покинуть это место, и я с ней согласен и хочу сказать, что это будет правильно. Давайте, я не трус, поверьте вы мне, и вы же знаете. И, ну, это знаем, что 50 метров от административного здания. Но это, согласен, не пикет, мы пришли, ну, помочь, поддержать, освободить своих граждан. Это не пикет, но давайте все-таки, я еще раз повторяю, я замначальника, ну, поговорили, чтобы, ну, не хотелось об лишних, ну, поверьте мне, давайте мы сделаем так и там, где это можно сделать. Они так нас скомкают, скрутят, и мы не разовьем мысль. Поэтому я лично вас прошу, не надо, давайте, это неразумно. Я вас первый поведу и буду или стрелять, или подносить патроны, как вы скажете. Вот, понимаете, поэтому я пообещал, дал слово офицеру, как офицер, и так сказать, пообещал, что, ну, давайте закончим. Вот, пожалуйста, до без 5-10. Алло, товарищ. Да, давайте, спасибо вам огромное. Я очень... Что? Конституции у нас нету. Люди не имеют на свое право изъявления. Умничка моя хорошая. Ходите, сюда скажу. Нет, у меня гродненцы... Кругом указ Лукашенко. Указ Лукашенко. И мы все подчиняемся этому. Кто видел в интернете, что я похоронил Конституцию на своем приусадебном участке? Вот. Я похоронил 3 издания Конституции на своем приусадебном участке. Сделал гроб, значит, могилу выкопал, подписал. Я вас приглашаю завтра. Я еду на дачу, вам покажу. И операторов тоже могу показать, где она, так сказать, похоронена. 3 экземпляра, 3 издания Конституции. Конституция у нас... Поминки по Конституции, другие будут сидеть за решеткой. Умничка, я вас Расскажите, я хочу сказать, что я как никто знаю, что Конституция у нас не соблюдается. И никогда не соблюдалась. И я вам хочу сказать, не хотел я вам это говорить и пугать. Позавчера состоялся очередной суд надо мной. За участие, так сказать, в пикете с Тихановским. Мне присудили 40 базовых, 1080 рублей. Обманным путем позвонили. Сказали, что надо опросить дополнительные сведения. Я приехал позавчера. Меня завели, обыскали, забрали все. Потом в актовый зал.
То скажіть, будь ласка, ось зараз вирішають, як розвестися на сьогодні. Що ви думаєте ось на цей конт? Если честно, а зачем расходиться? Что мы добьемся этим? 3 часа, подождать, это ничего страшного. Они плюют на законы, почему не должны плевать на законы мы? Да, мы должны, у нас законов нету, какие-то законы. Они беззаконно приехали, забрали человека, не обоснованно. И этому свидетеля вся страна. Не подкрепили. Страна вся видела, был стрим, и вся страна видела, что это было незаконно, потому что это была провокация. Мы ж тут не буяним, ничего не устраиваем. Мы мирно стоим. Если приедет, милиция, то также идут стримы, у людей прямые эфиры, это будет видно, что приедут и забрали просто так. Людей, которые стоят, общаются, разговаривают. Мы для чего собрались? Не для чего, поставить, поговорить. Они имеют право, мы не имеем права. То есть им штраф за это никто не даст, а нам собираются давать ребят, штрафы? которых Нет. забрали, что штрафы им подают тоже. За что? Хорошо, они им подают, а за что эти ребята будут платить? Ты на мне за что купил еду, заплатил коммуналку, за что жить? За что они штрафы эти будут платить? Это страшно. Было на самом деле страшно, это было видно, что это была провокация. Пускай, кто был на советской, наверное, там все подтвердят, что это была просто явная провокация. Вся страна в шоке Откуда от появилась происходящего. милиция? Откуда появился там за 2 секунды ОМОН? Это дело 3 минут было. Это было не построено. Весь центр И оцеплен. очень весь красиво они центр поймали оцеплен время, когда там не было милиционерами. журналистов. И это нормально. Вся страна свидетель. А скажіть, у яких місцях можуть знаходитися активісти? Цих це шмат різних відділів міліції. У нас на Гая, на Тельмана, на Тавлая могут находиться там. Могли там где Красноармейская, 11 завести. Но и сказали, что их всех завезли в разные отделения. Почему? Я думаю, на Гае, потому что там самая такая большая милиция, что скорее всего. Нет, сказали, что в разные вообще всех завезут. Тобто некалькі місць, де можуть знаходитися ось гэты 10 чоловік, так? Але невідомо, хто 10, да? Ви гэта тільки зараз довідалися? Там, получается, Сергей, оператор. Тихановский, оператор, и Дмитрия, забыла, как Фурманов. его... Фурманов. Да, Фурманов, А вот еще- его очень красиво там забрали, это было эффектно очень. парня в красном. 3 парня, такой эффектный, может, вы с ним разговаривали, наверное, Красно-белыми которые с очки, флагами. там, мы не знаем, да, красно-белые флаги, их 3, и еще кого-то, молодых совсем парней забрали, лет 18 им было. Добре, дякую. Я, Соляник Николай Васильевич, прошу очень вас, гродненцы, если не доживу я, здесь присутствует моя родная дочь, родные, близкие, прошу, если уйду раньше я, чем падет этот режим из жизни, чтобы на каждом доме прокурора, работника МВД, судьи было написано: в этом доме жил кат белорусского народа, судья такой-то, и всех их лишить пенсии и высчитать за незаконно полученную заработную плату за 26 лет, чтобы они знали, что они творили с народом. Правильно. Да, правильно. Вот. Иначе это будет продолжаться вечно. Вечно. И они будут знать. И по одному будут выдергивать, и по одному будут... Станислава, спасибо, мы сделаем, но я думаю, что мы людей этим в воскресенье, они придут, и мы будем делать все возможное, что не надо подставлять людей, как правильно говорят, и себя. Я 5 минут еще вам сказки порассказываю, и мы уйдем, потому что я хочу, чтобы мы накопили мускулы, силы, и не хочу подставлять людей. Воскресенье во сколько? Повторяю про себя, еще раз повторяю. Если один, наверное, я тогда могу остаться. Не надо вам расходитесь. Я попрошу дочь, наверное, она останется со мной. Я узнаю, вы можете мне позвонить. 780 13 87 мой телефон МТР. Запишите. Но не надо. Давайте не позволите сейчас. Понимаете? Так, у
нас есть навіны. Зараз літаральна па беларускім дзяржаўным тэлебачанні показалі кадры затрымання Сергея Ціханаўскага. Вось. І яшчэ такое дакладненне па заканадаўстве беларускім пікетаванне вось для вылучэння ў кандидаты забаронена пасля 22 гадзіны. А таму зараз вось прыхільнікі Сергея Ціханаўскага і Святланы Ціханаўскай абмяркоўваюць, што ім рабіць далей. З аднаго боку, іхнія сябры затрыманыя знаходзяцца, вось, і невядомы іхні лёс, нават невядома, дзе яны знаходзяцца, а з іншага яны могуць парушыць заканадаўства. І вось пры нас тэлефанавалі са штабу Святланы Ціханаўскай і прасілі, каб усе людзі разышліся, таму што гэта можа быць падставай для зняцця Святланы Ціханаўскай з выбарчай кампаніі. Вось, але тут, ну, як бы меркаванне вельмі рознае у тых, хто тут сабраўся каля абласной міліцыі ў горадні. Некаторыя вось зараз размаўлялі з людзьмі, кажуць, што яны на іх меркаванне незаконна былі затрыманыя Ціханаўскі і ягоныя паплечнікі, а таму гэта людзі маюць права заставацца тут і яны не будуць пры гэтым пушаць закон. Гэта іхнія словы. Вось, тут каля сотні людзей усё яшчэ знаходзіцца. Часу да 10 гадзіны здаецца зусім мала, 10 хвілінаў, і гэта будзе час забароненага пікетавання. Іншая справа, ці вось збор людзей каля абласной міліцыі можа быць расцэнены як пікетаванне, таму што людзі тут не збіраюць подпісы, не агітуюць. Вось яны прыйшлі даведацца лёс Сергея Ціханаўскага і іншых. Сказали нам разойтись, мы как собрались и пошли. Есть смысл для того, чтобы... Нет, ну мы соберемся, вы нам скажете, уходите, здесь нельзя собираться. Да, і акрамя, таксама нагадаю, вось Миколай Солянік хадзіў у абласную міліцыю. Ему сказали, что 10 человек затрыманыя разом с Сергеем Ціханаўскім, і яны знаходзяцца ў розных установах унутраных спраў у горадні. То бок нікога ў іншых гарады не павезлі. Вось. Але хто ідзе дакладна, гэта невядома. Мы пришли, чтобы показать УВД, что мы люди поддерживаем и требуем законных разбирательств, что мы не безразличные люди, что мы их поддерживаем. Этого достаточно, поверьте вы мне, что пошла информация, что Гродно такие активные люди. Но если активные люди постоянно вас минут. Да, вот пошли домой. Да, вось сапраўды усё яшчэ спрачаюцца наконт таго, што рабіць далей. Вось Миколай Солянік кажа: сбор подписей проводится каждый день, то есть не завтра, а в воскресенье будет огромное количество людей. Все партии и движения приедут и придут, чтобы отдать свои подписи. Так, будь ласка. Я хотела бы сказать, что мы собрались здесь, что люди хотят жить в свободной стране, чтобы людей не хватали вот так вот на улицах, потому что это все запугивание действительно надоело. И мне не хотелось бы, чтобы Александр Григорьевич назначил бы очередные перевыборы самого себя. И за свой следующий 5-летний срок переписал бы еще одну статью в Конституции о передаче власти по наследству. И то, что сегодня произошло в Гродно, это просто позор милиции нашего города. Как бы, что вы творите? Зачем вы это в цирк устроили? Зачем вы во всем этом участвуете?
У нас и так на площади собралось небольшое количество людей, в отличие от вчерашнего Гомеля. Зачем вы всех вот так вот запугиваете и разгоняете, в то время, когда на предприятиях города действительно из-под палки собираются подписи за Лукашенко, когда университет Янки Купалы, позор вам, когда вы рассылаете студентам смс-ки о том, чтобы на экзамены они явились в июне с паспортами, чтобы они собирали подписи за Лукашенко. Магнитола, жалуются рабочие о том, что их вызывают в кабинеты по одному, чтобы они собирали подписи, иначе у них будет не продление контракта или по соглашению сторон их оттуда уберут. Я даже вот разволновалась, не могу вспомнить, но это все настолько надоело. Это загоняние на парады, когда принудительно с организацией везлись люди в Минск, когда с моего дома, с одного подъезда только 14 человек поехало на парад. И сегодня вообще во всем этом доме коронавирус, в каждом подъезде ездят скорые. Каждый божий день, когда то собирают, проверяют наличие вот этих людей дома, то они тесты берут, то подъезды обрабатывают. 5 подъездов из 6, во всех коронавирус. И в среду с одного из подъездов приехала эта труповозка, ритуальное агентство, и вынесли тело в пакете. Люди, вообще одумайтесь, хватит скрывать вот это все, хватит прятаться, хватит бояться. Все боятся, учителей этих заставляют безбожно также собирать подписи, жалуются постоянно. У меня много знакомых, которые вот на Ольшанке, школы эти, позор вам, которые заставляли в принудительном порядке явиться этих детей в школу. Учителя звонят и жалуются. Просто случайные знакомые, общительный человек. У меня много контактов. Учителя звонят и говорят, что их заставляют обзвонить родителей, обеспечить явку детей 70% наличия этих учеников в школы. За отказ, естественно, какие-то лишения премии, все время угрозы какие-то. Одна учительница не выдержала, увольняется. Заставляют собирать подписи за Лукашенко, быть его инициативной группой. Вот. Що ще? Дякую велике. Ось ми зараз спробуємо довідатися, що тут ще буде, ці буде нечто відбуватися. Да. Так, зараз спробуємо довідатися, що вирішили робити організатори. Добрий день. Добрий день. Они же разрешили только в одном месте. Господар Миколай. Нет, я на машине. Господар Миколай, розкажіть у 2 словах, що вирішили у винику, яке рішення прийняли ось по дальнейших? Значит, чтобы не нарушать закон, и со штаба Тихановской позвонили, что мы имеем право пикет проводить только до 22:00. Мы не нарушаем и пикет, потому что нас могут обвинить, что это пикет. И второе, что ближе 50 метров от административного здания нельзя, чтобы тоже не приписали пикет. Поэтому мы выразили свою поддержку, выразили свое мнение, мы людям объяснили, кто может, это уже не пикет, а в частном порядке можем подойти туда и подождать ответ. Это родные, близкие, друзья. Они имеют право на это? Вот. Имеют право. Но чтобы нас не обвинили в организации. Да. Вот девушка, у нее парня задержали. Вот она имеет право. Как произошло? Он шел к автобусу, его просто взяли под руки, занесли в автобус и не впускали, не выпускали вообще ничего. Это который в шляпе красно. Нет, не в шляпе ничего. Шляпе красно-белый тоже задержали? Говорят, что задержали. Ему 17 лет. Да, говорят, что задержали. Жесть. Ваш хлопец, он хотел, так само Сергея Тихановского вызвались оттуда. Сергея Тихановского просто стоял рядом, он шел от Тихановского к автобусу. Просто ничего не делал, просто вообще ничего. Его просто взяли, ОМОНовцы, под руки и затащили, понимаете, затащили силой. А вы ведаете, что где зараз находится? Нет, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я не за Тихановского сюда пришла. Я пришла сюда ради своего парня. И что мне делать? Где мне его ждать? Звоните в 102, спрашивайте, ищите.
Дякую. Нагадаю, что, як стало відомо, 10 человек затриманы. Если вы не жена на данный момент, наверное, уже родителям больше информации скажут. Родители в Островецком районе. Они могут позвонить именно в 102. И скажут? Ну да, требуют, куда повезли, конкретно, за что забрали, зачем. Если звоните, конечно, спрашивайте. А скажите, а збор підписів, йому протягнеться завтра тут у городе? Завтра было по плану ЛИДа, планировали ехать, Сергей планировал ехать. Тем не менее, вот все наша помощь, которые собирались ехать, собирать подписи, мы также поедем, все будет, даже без Сергея, все будет, сбор подписей будет. Будет в Гродно в 12 часов, тоже сбор подписей на площади Советской, так же, как и планировалось, все будет. То есть не важно, что Сергея забрали, кто хочет, может прийти подписаться обязательно. Добре, дякую. Тут ось більша частина людей вже розійшлися. Закликали сябри ініціативної групи не заставатися тут, тому що це може бути розцінено як пікетування, а тому ось можеш показати, Андрій, тут не так шмат залишилося людей. Тут було, напевно, каля сотні, я би сказав. Ось, і зараз, може, 30-40 чоловік. Невідомо, де знаходиться ні сам Тихановський, ні ще 9 чоловік, які були разом з ним затримані. Ось, це може бути у некількох будинках міліції в Городні. Треба було заставатися. Ну, давайте ми зададим питання. До конца. Мы не просто так сюда пришли. Мы могли бы просто на Советской разойтись тогда. Мы пришли сюда, стояли люди 1,5 часа. 10 человек. Все просто мой малой там был. Ну, может быть, его почти подгая, потому что могут вызвались посмотреть один красные регулировать тут нема. Куда Он так не писал, не отвечает на телефон? На Дубко завезли, да? Скажем, мимо прокурора. Это то, что я знаю. Советской площади всех туда Тихановского куда не знаю, а вот именно родных близких завезли туда. Скажіть, ви нічого поки не довідалися, яким чином далі шукати? Сказали то, что увезли в Ленинский РОВД, поэтому поеду сейчас на Дубко 5, там что-то выяснять надо. Міновіто вашого хлопця? Нет, они сказали то, что с Советской площади увезли всех именно туда. Здесь сказали то, что по-разному развезли, а там сказали то, что увезли всех туда. А там це де? Ленинский РОВД, Дубко 5. Ага. О, цікаво, добре, дякую. Можно сказать слово? Так. Хочу обратиться ко всей Беларуси. Поднимайтесь, пожалуйста, потому что мы по-другому ничего не сделаем. Он нас гнобил и будет гнобить. В 2006 году, когда я была беременна, он заставил меня проголосовать за него методом шантажа, что если я не проголосую за него, он сделает так, что ни я не рожу, ни ребенок не будет жив, ни я не буду жива. Врач пришел, так и сказал: хотите родить нормально, знаете, за кого голосовать. Все. Этим все было сказано. Что он уже в 2006 году нарушал все законы. Люди, поднимайтесь.
По-другому ничего не будет. Если мы только будем пару человек, это ничего. Все поднимайтесь. Стоп, таракан! Стоп, таракан! Так, дякую вам за розмову. Ось, до речі, тут з'явився соліст гурта «Дюсяки» Олег Денисов. Зараз поспробуємо. Так, вибачайте. Так, напевно, ми будемо завершати трансляцію на гэтым моменце. Пакуль яшчэ дакладна невядома, дзе знаходзіцца Сергей Ціхановскі і яшчэ 9 чалавек ягоных прыхільнікаў, якія былі затрыманыя сёння на Савецкай плошчы. Як кажуць усе відавочцы, яны кажуць, што гэта была правакацыя. Іх звезлі ў міліцыю, пакуль невядома дзе. Каля 100 чалавек сабраліся каля будынку абласной міліцыі. Вось, і тут больш за гадзіну, напэўна, чакалі адказу. Але пад пагрозай таго, што гэта можа быць расцэнена як пікетаванне, сябры ініцыятыўнай групы папрасілі людзей разысціся, таму што да 10 гадзін толькі дазволена пікетаванне па заканадаўстве. Мы будем адсочваць і сітуацыю з Сергеем Ціхановскім. Абавязкова паведамім, калі ён выйдзе на волю, і што у выніку яму прадставілі за абвінавачанне. Калі ласка, падпісвайцеся на YouTube Свабоды у гэтым стрыме, у якім вы глядзіце, і сачыце за ўсімі навінамі тут і на нашым сайце. Я, блядь, перед этим сварщик, то есть хуярю за 60 лет, за какой-то метр сидит на 45, идет, блядь, на пенсию. Чем он лучше меня? Это